бабушкой решили внучку 1 класс собрать в школьную форму. Выбрали производителя, будем говорить, севастопольской фабрики, более качественный, постоянно приобретаем этот товар местный, не китайский, не турецкий, а нашего производителя поддерживаем. Потратили 10 тысяч, это мы купили 2 формы и кучу тетрадок. Нефть не очень подорожала. Вот в прошлом году мы покупали блузки по 800 рублей, и в этом году блузки по 800 рублей взяли. Да, вот жилетку мы в прошлом году взяли, она была 850, а в этом году 1000. Вот и все. 3600. Это сарафанчик и пиджачок. Ну, теперь блузочку еще возьму, и будет она готова к 1 сентября. Я думаю, что все нормально с ценами. Тут можно выбрать и дешево, можно и подороже, это уже чем располагаешь. И, в принципе, все оно одинаково хорошо и красиво, немножко тоже качество там получше, если повыше. То есть, мне кажется, как меня пугали, вот, там, 100 тысяч. Нет. 25, вот так я думаю. Ну, мы на 20 тысяч вот его одели. И то я одевала его, считается, дорого. То есть можно было и дешевле. Как говорится, Китая здесь у нас нету. У нас Польша, Германия, Россия, в основном Россия. Можно купить юбочку за даже 259 рублей. Это, думаю, шитье сейчас стоит 1000 рублей. Вот, и все можно купить у нас. И без рукавочки. Мы можем девочку так идеально одеть. Родители в шоке от нас. Конечно, для 1 класса все дорого получается, но просто там очень много всего надо сразу. И то, и другое, и 5-е, 10-е, то, чего раньше не было. А вот которые в 5 класс идет, ей уже полегче. Там что-то с прошлого года осталось.